На сцену приглашаются художественный руководитель детско-юношеского ансамбля «Ватан», народный артист Чеченской Республики и Республики Дагестан, заслуженный деятель искусств России Али Магомед Алиев, а также заслуженные артисты Республики Дагестан Исаев Шамиль и Дибиров Наби. Ассаламу алейкум, братья чеченцы. Дорогие друзья, вот честно говоря, столько было сказано, это не хватает этому человеку, потому что он, вот правильно дядя Рафой сказал, Всевышний его отправил на эту землю священную. Я хочу сказать, что в 1982 году впервые познакомился с этим человеком. Я как раз с армии вернулся, остановился в город Хасавюрте и заехал на одну свадьбу в форме, все. И ребята, музыканты в Хасавюрте, которые собрались, говорят, Рамзан, говорит, приехал. Тот же Магомед и Рафик Пашанов такой у нас был, Царство Небесное ему. Вот. И я приехал туда, я наслышан очень был за него и слышал музыки его. Я просто жил и живу этими музыками, которые он играет. Он владеет, он действительно от души играет. Я сам люблю тоже на гармошке играть, начинаю сочинять какие-то мелодии, но все равно школа и школа. Хочу сказать, дядя я его всегда называю, он старше меня. Вы знаете, все-таки музыкант бывает музыкантом, бывают гармонисты. В первую очередь, я думаю, человек. В этом человеке есть человечество. Он очень скромный, порядочный. Он большой буквы человек. Я хочу сказать, это легенда Кавказа. Смело могу сказать, пусть на меня не обижается. Я думаю, все музыканты тоже поддерживают. Вот. Его музыка прозвучала в Дагестане. В одном Кавказ, был такой ансамбль «Кавказ», я ее создал. Я поставил этот танец, лирическую мелодию. И буквально в прошлом году дядя Рамзан приехал на мой юбилей. Он сыграл эту музыку, до сих пор ее слушают. И в Москве, и в других республиках. И вы знаете, он не только красиво, хорошо играет, он еще, оказывается, еще и танцует хорошо. Я ему желаю крепкого здоровья, его семье, его детям, его народу прекрасному, моим братьям, моим соседям. Я хотел бы, дядя Рамазан, я от всей души поздравляю вас. Я люблю вас. И хотел бы вот этот маленький подарок. Я заказал специально в горы, отправил, сказал, мне нужен не кинжал, не оружие. Ну, оружие тоже надо дарить горцам. Ну, вот это кувшин, это сделано в горах Дагестана мастерами. Вот. Я хотел бы, чтобы вы, значит, до 100 лет пили холодную родниковую воду, чистую, с этого кувшина, и вспоминали младшего брата Али. Дай Аллах здоровья вам, удачи, благополучия от всей души. Спасибо, дядя, спасибо. Дай Бог здоровья, спасибо. Мы тебя все любим, уважаем. Ты самый любимчик нашей республики. Ассаламу алейкум всем присутствующим. После того, как здесь очень много красиво сказали, я даже не знаю, какие слова подобрать в адрес Рамзана Бетырсултановича. Вообще, я его считаю как своим старшим братом. Я больше 30 лет знаком с ним. Он каким был? Доброжелательным, умным. И по сегодняшний день он такой же. И его музыка звучит везде и повсюду. Я всегда любил и люблю его музыку. И чаще всего, наверное, слушаю его диски. Я ему хочу пожелать очень много лет здоровья. Как один человек сказал, 101 год жизни, говорит, 100 лет жизни и 1 год на раздумье. Стоит ли дальше жить? И со своей стороны
Вот со мной еще вот заслуженный артист Дагестана Дибиров Наби. Я хотел бы, чтобы он тоже пару слов сказал в адрес юбиляра. Собираясь в дорогу в Грозный, нам с Махачкалы все музыканты, все братья передали большой, огромный салам. Они с завистью смотрели действительно на нас, что мы будем присутствовать на твоем вечере, будем рядом с тобой стоять. Желаю, дядя Рамзан, тебе творческих успехов, хотя успехов, которые ты добился, хватило бы на 3 жизни. Живи долго, радуй нас своей музыкой. Спасибо. Спасибо большое, дай Бог здоровья.